31 января около 11 часов вечера в отдел полиции Вишневский поступило сообщение о разбойном нападении, совершенном в отношении 32-летней девушки. Для установления всех обстоятельств случившегося на место происшествия была направлена следственная оперативная группа. В ходе опроса потерпевшая рассказала, что шла пешком с работы домой. Проходя по тротуару, она обратила внимание на мужчину, который шел навстречу. Сравнявшись с ней возле одного из домов по улице Слимжанова, незнакомец напал на нее, повалил на снег и начал наносить удары кулаком по лицу. При этом мужчина требовал отдать деньги и ценное имущество. Потерпевшая оказала активное сопротивление и смогла вырваться. Она выбежала на дорогу и начала останавливать проезжающие автомобили. Чтобы оказать помощь девушке, лицо которой было в крови, остановилась молодая пара. Они вызвали полицейских и скорую помощь. В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили на снегу мобильный телефон, принадлежащий потерпевшей, и сумку, которую оставил подозреваемый. Оперуполномоченные осмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что, похоже, по приметам мужчины позже следует за другой девушкой, подбегает к ней, но ничего не делает, так как видит прохожих. В ходе изучения следов, обнаруженных на вещах на месте происшествия, эксперты-криминалисты выявили совпадение следов пальцев рук с отпечатками пальцев ранее судимого мужчины. 1 февраля оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции Вишневский совместно с коллегами из управления МВД России по городу Казани и МВД по Республике Татарстан по горячим следам задержали подозреваемого в совершении преступления. 33-летний мужчина свою вину признал. В настоящее время в отношении него по решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренной частью 1 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой», продолжается.